смотрите очередной выпуск «На страже», в студии Вера Макарова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Транспортники под следствием. Возбуждены уголовные дела в отношении генерального директора аэропорта Якутск и директора Ленатурфлот. Как гром среди ясного неба. Из филиала банка Татта похитили крупную сумму денег, вкладчики остались ни с чем. Вместо оплаты – избиение. В Якутске от рук негодяев пострадал не только таксист, но и граждане, вставшие на его защиту. Трудозанятость осужденных. В исправительной колонии общего режима установили новое деревообрабатывающее оборудование. А теперь обо всем подробнее. Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора акционерного общества «Аэропорт Якутск» Николая Местникова, который подозревается в получении взятки за совершение незаконных действий в особо крупном размере. По версии следствия, за несколько лет подозреваемый путем вымогательства получил от местных предпринимателей взятку в сумме 14 миллионов рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности в аэропорту города Якутска. По ходатайству следствия судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также в прошлую пятницу, 6 июля, был задержан директор компании «Ленатурфлот» Евгений Бало. Его подозревают в незаконном использовании денежных средств. По данным следствия, Бало создавал дочерние предприятия для вывода средств в частные руки, уходил от налогов, а также осуществлял коррупционные схемы. Подозреваемый Бало также помещен под стражу. С 3 июля текущего года в банке Татта перестали проводить финансовые операции. А 5 июля приказом Банка России у него была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. По поручению прокуратуры Республики Саха-Якутия, прокуратура города Якутска провела проверку по обращению Банка России о сомнительных операциях по переводу денежных средств банка Татта акционерного общества. Установлено, что банк Татта осуществлял схемные операции и сделки, направленные на искусственное поддержание размера капитала в целях формального соблюдения пруденциальных норм деятельности, что повлекло за собой приостановление денежных средств клиентам банка. При этом, согласно данным прокурорской проверки, совершено хищение денежных средств в особо крупном размере путем неправомерного их получения из кассы московского филиала банка. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия. Ход его расследования находится на контроле прокуратуры республики. Временно исполняющий обязанности главы республики Айсей Николаев в одном из интервью сообщил, цитата, «Вся сложившаяся ситуация находится под контролем. Я уверен, цивилизованное решение всех проблем найдется». 27 июля вкладчики данного банка планируют выйти на митинг в Якутске. В конце прошлой недели в интернете и соцсетях распространилось видео, где трое парней жестоко избивают человека, лежащего на земле. По сообщениям СМИ, в ночь на 8 июля эти парни приехали на такси и отказались оплатить за проезд, мотивируя тем, что таксист завысил цену. Начался конфликт, в итоге которого они повалили его на землю, начали избивать ногами и проломили голову кирпичом. Жители на улице Хабарова, увидевшие это избиение, стали выкрикивать из окон и звать на помощь. На крики выбежали мужчина с девушкой и несколько парней, которым удалось отбить пострадавшего. Но в итоге и им досталось от этих неадекватов. Пострадавшие обратились с заявлением в полицию. Деньги решают все. При чем тут деньги-то? При чем тут деньги? Ты говоришь, деньги решают все. А то, что вы человека ночью били, деньги у вас решают все? Вы человека били ночью. Я лично видела. Оперативниками были установлены лица, причастные к нападению на таксиста. Ими являются уроженцы Усьмайского района в возрасте 19-20 лет. Как нам стало известно, по данному факту возбуждено 2 уголовных дела по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений» и «Побои». 2 новых станка, цилиндровочный и кромкообрезной, установили в Центре трудовой адаптации осужденных исправительной колонии общего режима номер 3 поселка Верхний Бестях. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказаний по республике. Современный цилиндровочный станок предназначен для обработки круглого леса, а кромкообрезное оборудование предназначено для получения обрезного пиломатериала в ускоренном режиме с сохранением геометрии, позволяющее использовать полученную продукцию в мебельном производстве. Данное приобретение призвано повысить трудовую занятость осужденных, создать для них возможность дополнительного заработка, а также осуществления выплат по имеющимся исполнительным листам.
Наличие профессиональных навыков обращения с современным деревообрабатывающим оборудованием и имеющийся опыт работы поможет освободившимся гражданам в решении вопросов с трудоустройством. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели итоговый обзор на страже. С вами была Вера Макарова. И помните, за каждое преступление наступит наказание.